АРК-7 разработала проектно-сметную документацию на 500 коек круглогодичного функционирования вот этой спелеотерапии Чонгтус. Стоимость этой высокогорного комплекса 20 миллионов долларов. И на сегодняшний день мы ищем спонсоров, пайщиков, чтобы они принимали свое долевое участие. И хотим, чтобы это не превратился в долгострой. Значит, мы сейчас ведем переговоры с китайцами, японцами, чтобы быстрее ввести в действие высокогорные спелеолечебницы. А пока в скромных кабинетах одноэтажного наземного корпуса в селе Чолпон Кочкорского района Иссык-Кульской области постоянно идет тщательное наблюдение за клиникой болезней органов дыхания. Разрабатываются новые методики лечения в сочетании с физио-, игло- и рефлексотерапией. Было установлено, что микрочастицы соли, которыми богата шахта Чонтус, активно впитываются кожным покровом и благоприятно воздействуют на вегетативную и нервную систему человека. Хождение босыми ногами по соли стало одной из самых полезных процедур в методике лечения и забавных занятий для детей. Целебные свойства различных трав и цветов Киргизии тоже нашли применение в спелеотерапии. Жерде балдар чоң туздуу шахтага гана дем алышпаштан суурдун же кашыбактын майынан аны жакшылап кактап аны ичирип атабыз. Директор спелеолечебницы Чонтус Касым Чиргынов. Ошону менен бирге бул жерде кызыл мыянын тамырынан чай кайнатып берип атабыз. Здесь лечатся дети. Дышатся не только в соляной шахте, но и принимают растопленный сурковый или барсучий жир. Это улучшает дыхание, дает отхаркивающий эффект. Этот корень солодки повышает иммунитет и полезен для желудка. Меня зовут Бондаренко Антон. Я приехал из Ашхабада. Диагноз бронхиальная астма. После нескольких дней шахты мне стало легче. Пользовался астмопентом и инталом. Теперь ничем не пользуюсь. Завтра я уже уезжаю домой, и мне намного легче дышать, чем когда я приехал сюда первый раз, чем в первые дни. Я хочу поблагодарить от себя всех врачей. Мама сказала, что я еще сюда несколько раз приеду. Тики-тики ташкан, неге берсе, апраган, кышыга, апраган, немеду, ишке сыгыться дверь. А теперь перевод. Идет зайчик, и навстречу ему другой зайчик. Говорит, ты куда идешь к апракаму? Апракам что тебе даст? Козу подоит, молока даст. Долго тянется неделя, целым часом день недели, словно ссылка в циферблате, стал вдруг вертеться лень. Ах, воскресенье день прекрасный, но, по-моему, напрасно. Говорят, что понедельник трудный день. Много красивых пещер в нашей стране, уникальных по своему формированию. 800 в Грузии, 500 на Урале, более 330 в Киргизии. Исследования ученых всего мира помогли нам оценить возможное прикладное значение их.
многие отработанные шахты, соляные копи и карстовые пещеры имеют все данные для использования в лечебных целях и ждут своего часа, как бы являясь алмазным фондом жизни.